والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис от Аиши, ради Аллаху та'аля анха, которая сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: Аллахумма ман валия мин амри уммати шей'a фашакка алейхим фашкук алейх. О Аллах, тот, кто взял на себя какое-то дело из дел моей уммы, а потом создал для них затруднения, то создай ты для него затруднения. Хадис, который привел имам Муслим. Так сказано: «Ман валия мин амри уммати шей'a». Если человек взял какое-то дело из дел уммы, то есть какое-то общее дело из дел уммы, взял на себя управление какими-то делами уммы, общины исламской, а потом создал затруднение. Смотрите, сказано шей'a. Шей'a – это слово, которое без определенного артикля, правильно? В неопределенном состоянии стоит. В каком контексте? В контексте каком? Условия. Кто взял, то есть условное предложение. Хорошо, здесь. А такие слова в неопределенном состоянии, которые находятся в контексте условия, они дают значение какое? Всеобщности. Всеобщности. То есть, значит, любое дело, если является делом уммы, человек взял это на себя, управление этим, а потом шакка алейхим, и создал для них затруднение. Создал для них затруднение, то есть подверг их чему-то, что является для них сложным, что является для них тяготой, проблемой, то вот против такого человека сделал дуа посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы сказали, это может быть и правитель общий, это может быть и какие-то министры, это могут быть какие-то наместники, это может быть и директор школы, и имам мечети. Хорошо? Это может быть и мужчина в своем доме. Хорошо? Если в твоих руках находятся бразды управления, и ты создал для людей сложности, тяготы, то тогда тебя коснется вот эта мольба пророка, алейхиссалату вассалям, фашкук алейх. О Аллах, ты для него сделай трудности, ты для него создай трудности, затрудни его положение. Когда есть трудности для мусульман, и кто-то способствует тому, что продолжаются для них трудности и тяготы, все это входит в вот это вот дуа. Да упасет Аллах субхану ва тааля. Единственное здесь, братья, нужно сказать, исключением являются случаи, когда эти затруднения установлены самим Аллахом субхану ва тааля. То есть сделать эти затруднения для людей, это приказано Аллахом субхану ва тааля. Пусть даже кому-то кажется, что это трудно. Как пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Муру абнакум без саля лисаб». То есть вашим детям приказывается совершать намаз, когда им исполняется 7 лет. Кто-то скажет: ну вот создаете трудности для ребенка и так далее. Отец создал трудности для своего ребенка, говорит ему: давай совершай вуду, омовение, да, и делай. Что мы скажем? Относится сюда, в этот хадис? Нет. «Вадрибухум алейха ляшер» сказано. А если им 10 лет, то тогда, и они не делают намаз, тогда уже за это побиваете, сказано. Может кто-то сказать, создают затруднения для своих подопечных, для детей? Нет. То же самое, например, касательно наказания для прелюбодея и прелюбодейки. Аллах субхану ва тааля говорит: «Аззанияту ваззани фаджлиду кулля вахидин минхума миата джальда». Прелюбодейка и прелюбодей, каждого из них подвергайте наказанию в виде 100 ударов. В виде 100 ударов. То есть правитель мусульман подвергает их такому наказанию. И сказано дальше: «Валя та'хузкум бихима рафатун фи динилля». Пусть не овладевает вами жалость к ним, когда речь идет о религии Аллаха. Это приказ Аллаха. Может кто-то сказать: вот создают затруднения для людей. Нет, Аллах субхану ва тааля говорит: пусть не овладевает вами жалость здесь, когда речь идет о выполнении приказа Аллаха субхану ва тааля. Какие еще выводы из этого хадиса? Человек, если управляет мусульманами, если в твоих руках какое-то влияние на мусульман, какие-то дела мусульман в твоих руках, то ты должен остерегаться от того, чтобы не сделать для людей сложность. Ты должен быть мягким, добрым в отношении них, чтобы им было легко, насколько это возможно.
тогда Аллах Субхану Тааля будет к тебе добр. Если ты для них создашь затруднение, тогда Аллах Субхану Тааля тебе создаст затруднение. Это касается всех, братья, всех. Пусть каждый посмотрит, если в его руках есть какое-то дело, которое касается других мусульман. Как мы сказали, это и учитель, это имам мечети. Хорошо? Ты делаешь какую-то сложность для людей, касается этот хадис тебя. Хорошо? Или ты, например, в своих руках какие-то финансы, или ты работодатель, под твоим началом люди работают, ты создаешь им какие-то затруднения, тебя касается этот хадис. Но другой вот из этого хадиса, это, конечно же, стремление пророка, алейхиссалату вассалам, к благу для своей уммы, для своих последователей. Его жалость, его сочувствие к нам, к его последователям. Откуда мы взяли этот вывод? Смотрите, он заботится как? О своей умме. Делает дуа, обращается к Аллаху. Кто для моей уммы создаст какое-то затруднение? О, Аллах, и ты для него создай затруднение. Другой вот из этого хадиса, это подтверждение известного правила. Аль-джаза мин джинсиль амаль. Воздаяние подобно деянию. Что пророк, алейхиссалату вассалам, просит у Аллаха Субхану Тааля? Как он создал трудности, так ты для него создай трудности. Наказание что? Подобное. Подобное. Другой вот из этого хадиса, что человек, он может взыскивать по праву с того человека, который приступил против него. Откуда мы делаем такой вывод? Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, делает дуа, мольбу, молится против человека, хорошо, прося, что Аллах Субхану Тааля наказать его подобным. Это подтверждение какого правила? Что если кто-то причиняет тебе какое-то зло, приступает против тебя, то можно взыскать свое право. Хорошо? Подобным, не перейдя границу. Хорошо? То есть подобное возмездие. И смотрите, кто-то создает тебе трудности, будь то правители или кто-то, кто имеет какую-то власть, влияние. И ты не можешь защитить себя, ты не можешь ничего сделать. И здесь для тебя есть в этом хадисе утешение. Пророк, алейхиссалату вассалам, он взял на себя заботу об этом. Он уже помолился за тебя, обратившись к Аллаху Субхану Тааля, что и тебе даже не нужно взыскивать свое право. Свое право, то есть тебе не нужно отмщение даже от тебя, что уже, если ты не можешь ничего сделать, и не требуется. Почему? Да потому что уже пророк взял на себя это. Чтобы Аллах Субхану Тааля ему создал такую же трудность. Это утешение для людей. Кто-то скажет, а может быть Аллах Субхану Тааля не примет дуа пророка, алейхиссалату вассалам. Вы говорите утешение, а вдруг не примет Аллах Субхану Тааля дуа пророка, алейхиссалату вассалам. Что мы скажем? Мы скажем с вами такую вещь. Это дуа здесь. Это не просто дуа. Это дуа, которая отображает и соответствует мудрости Аллаха Субхану Тааля. Сама мудрость Всевышнего это подразумевает. Что кто сделает подобное, он накажется подобным, будет наказан подобным. Хорошо? Поэтому, если какой-то дуа пророка, алейхиссалату вассалам, который подразумевает мудрость Аллаха Субхану Тааля, было, то Аллах Субхану Тааля что отвечает на такое дуа? Во-первых, мы скажем, что вообще-то основа и правило, что дуа пророка, алейхиссалату вассалам, принимаются Аллаху Субхану Тааля. Только, может быть, какие-то исключения, но в основном правило, что дуа пророка Аллахом Субхану Тааля принимались. Хорошо? Если сказать, что что-то не принимается, на это доказательства какие-то должны быть, что Аллах Субхану Тааля не принял. А второе мы скажем, что это наказание того, кто создает затруднение, подразумевает сама мудрость Всевышнего. Поэтому это дуа пророка, алейхиссалату вассалам, не нужно сомневаться в том, что на него есть ответ от Аллаха Субхану Тааля. Это что касается данного хадиса.